Народу с утра в онкологическом диспансере немало. Очереди выстроились буквально в каждый кабинет. УЗИ, КТ процедурная. День открытых дверей в самом разгаре. Ожидает приема у врача и Макка Саутиева. У женщины 15 лет назад диагностировали доброкачественную опухоль. В последнее время ее мучают боли, поэтому и решила не откладывать поход к врачу. Каждый год назначение, маммографию, А вот Вахидат Мистоева приехала, узнав об акции случайно. У женщин проблем со здоровьем нет, но уже давно поняла, болезнь легче предупредить, чем лечить. Полный скрининг проводят в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями. Подобные мероприятия, где любой желающий абсолютно бесплатно может пройти полную диагностику, онкологический диспансер проводит далеко не в первый раз. Рак легких, желудка, толстого кишечника и молочной железы. Каждый день в России регистрируется 1500 больных с различными формами рака. Но отличие от прошлогодней акции, в этом году у нас новый КТ-аппарат, усовершенствованный маммографический аппарат цифровой аналогии, новый УЗИ-аппарат экспертного класса. Вот за этот год, который новшество у нас ввели, специалисты, которые приехали после обучения в Москве, в Центральном институте Герцена были и в других клиниках Москвы. Вот. Плюс к этому в прошлом году мы не проводили цитологическое обследование и общие анализы, клинические анализы. То есть мы сейчас забираем и цитологические мазки, осмотр гинеколога у нас проводится, осмотр маммолога, онкологов, хирурги участвуют на приеме. То есть, так сказать, мультидисциплинарная бригада. Коварная болезнь не щадит никого, опухоль растет зачастую незаметно, без ярких симптомов. Только в нашей республике на учете в диспансере стоят порядка 1000 новоявленных. Сегодня для онкологов очень важно быстро и качественно оказать медицинскую помощь пациентам. В 40% случаев при диагностировании допускают ошибки. Рак находят там, где его нет, или наоборот, упускает злокачественную опухоль. Если после обследования, после проведенного сегодняшнего скрининга рака молочной железы, если у женщин выявляются какие-то доброкачественные или предраковые новообразования молочных желез, соответственно, пациентка будет наблюдаться с интервалом 1 раз в 2-3 месяца. Предраковые заболевания мы удаляем, лечим хирургически. Доброкачественные изменения, есть некоторые формы образования, которые можно наблюдать, а некоторые необходимо удалять. Вообще, если мы не находим ничего, только кроме доброкачественных изменений в молочных железах, то в таком случае у них скрининг уже, обследование идет 1 раз в 2 года, маммография у женщин старше 40 лет, у женщин моложе 40 лет УЗИ молочных желез 1 раз в год. Отделение химиотерапии, онкохирургии, паллиативной помощи, а также лучевой диагностики и терапии, цитологическая и клинико-диагностическая лаборатория. Диспансер оборудован по последнему слову техники, а его дооснащение проходит в рамках проекта здравоохранения и его подпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Данный аппарат называется «Электро». На нем мы проводим. Это очень высокотехнологичный аппарат, очень дорогой аппарат. Приобретен в 2017 году с момента открытия онкологического диспансера. Он работает бесперебойно. На нем мы проводим радиотерапию всех различных видов. Практически все нозологии у нас проходят лечение, то есть это голова, ЖКТ, органы малого таза, практически полностью организм, которым необходимо проведение радиотерапии. На этом аппарате есть возможность провести. Проходят обследования как женщины, так и мужчины. Большинство из них в ожидании очереди на КТ. Чаще всего раком легких страдают курильщики, многие из которых ошибочно полагают, что возможность умереть из-за вредной привычки минимальная. Врачи утверждают, любая выкуренная сигарета так или иначе оказывает негативное воздействие на организм человека. Благодаря современному оборудованию, которое закупили в прошлом году, диагностировать заболевания можно на ранних этапах. Он имеет возможность наблюдать состояние пациента и непосредственно управлять дальше диагностическим процессом. Аппарат сам дает соответствующие команды пациенту. Процедура очень быстрая, несложная. Вдохните и задержите дыхание.
Дышите дальше. Вот примерно таким образом проходит КТ-обследование органов грудной клетки, в частности легких. Кстати, помогают пациентам волонтеры-медики. Студенты госуниверситета координируют их и регистрируют на месте. На самом деле мы были очень рады, что нам разрешили принимать участие в этой акции, так как у нас волонтеры, есть направление волонтерская помощь в медицинских организациях, и мы всегда бываем готовы помогать именно в проведении такого рода мероприятий, потому что это опыт и для нас, это практика для нас. Если на первом этаже диспансера проводят исследования, то на втором уже непосредственно осмотр у врачей-онкологов. Батыр Далаков в 2013 году услышал 3 страшных слова «У вас рак». Мужчине в том же году провели операцию по удалению злокачественной опухоли. С тех пор стоит на учете. Они рассмотрели все мои выписки, все мои документы, от и до, вот они у меня на руках. Дали новые рекомендации очень. На той неделе опять я должен прийти сюда, кое-что, какие анализы сдать. И я ухожу очень довольна. Я хожу, большое спасибо сказать. И им, и вам, и всем врачам, всем онкологам. За все время работы здесь проведено более 1000 операций различной степени тяжести. В смену принимает 100 пациентов. Благодаря возможностям республиканского онкодиспансера пациенты даже с самыми запущенными формами заболевания смогут получить шанс прожить еще 1 год. Хотелось бы обратиться к жителям республики, чтобы они не ждали таких дней, чтобы они приходили к своим терапевтам, онкологам, к своим врачам по месту жительства и проводили ежегодно медицинские осмотры с целью профилактики, потому что все заболевания, как и онкологические, так и другие сопутствующие заболевания, легче предупредить, чем их лечить. Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями – ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2015 года. Цель – привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания и значительно снизить смертность от рака. Хава Гагиева, Магомед Даскиев, Новости 24.